прямом эфире новости Татарстана. Здравствуйте. В студии Даяна Саитова. И в начале коротко о главных темах выпуска. Страшный пожар в Казани унес жизни 6 человек. Хорошие, отличные люди. Жить бы да жить им. Подробности ночной трагедии выяснял Рамиль Галиуллин. О том, как поработали и где не доработали. Фарид Харус, там на самом деле издержки не очень большие. Я тоже так думаю. Количество небольшое. минимальное. Устроил ли депутатов отчет правительства? Узнал Дмитрий Аренин. День открытых дверей в Министерстве экономики. Постоянное внедрение новых требований и изменение условий мешает работать и занимает много времени. О больших вопросах малого бизнеса Альбина Асылгараева. Они помогают и ничего не просят взамен. Бывают такие моменты, когда хочется какого-то признания. Но в благотворительности это нужно отодвигать на второй план. С лучшими благотворителями республики познакомился Сергей Хайдаров. Замыкание электропроводки остается основной версией страшного пожара на улице Пестеля в Казани. Здесь в огне погибли 6 человек, в том числе 9-месячная девочка. Все произошло этой ночью. Несмотря на помощь соседей и оперативный приезд пожарных, спасти семью не удалось. Следователи уже возбудили уголовное дело, а исполком города обещал помочь родным в проведении похорон. Все подробности ночной трагедии выяснял Рамиль Галиуллин. Нормальная семья. Отлично. Добрые все. Так сегодня соседи вспоминают семью, которая погибла в пожаре. Медхат Бариев один из первых услышал крики о помощи. Ветра не было, все горело. Уже открытым пламенем крыша горела. Огонь в частном доме на улице Пестеля вспыхнул в половине 12-го ночи. Зная, что внутри находятся люди, соседи попытались открыть хотя бы дверь. Из дома удалось вынести главу семьи, но признаков жизни он уже не подавал. Все уже без сознания, его вынесли. И дальше не смогли уже пройти. Там был-то все. Тут пожарные уже приехали. То есть одного вытащили, остальные уже да, остальные там остались. В это время внутри оставалось еще 5 человек. Бабушка, супруга мужчины и 3 его детей. 2 мальчика в возрасте 9 и 11 лет и 9-месячная девочка. Спасти никого не удалось. В результате дом полностью выгорел. Пожар тушили 46 человек и 13 единиц спецтехники. С огнем удалось справиться за час. Разбирая завалы, спасатели и обнаружили тела погибших. Отрабатываются все возможные вероятные причины пожара. Одна из наиболее вероятных – электротехническая. Замыкание электропроводки пока основная версия случившегося. По предварительным данным, семья погибла от угарного газа. По данному факту следственный орган Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье причинения смерти по неосторожности. Напомним, это не первый крупный пожар в Татарстане с начала года, который унес жизни детей. Так, в Кукмарском районе погибли 2 ребенка дошкольного возраста, в Апастовском 3-летний малыш. А 3 года назад в Лениногорском районе в пожаре из-за короткого замыкания погибли 5 детей и их мама. Что стало причиной трагедии в этот раз, окончательно установят дознаватели. Сейчас решается вопрос о назначении всех необходимых экспертиз. Рамиль Галиуллин, Ленар Геннатуллин, Ренат Сафин, Айрат Назипов, Константин Бушуев, ТНВ, Казань. Человеческий фактор мог стать причиной пожара на Нижнекамском производстве. Такая версия сегодня прозвучала на деловом понедельнике в мэрии Нижнекамска от заместителя главы района. Напомним, что в минувшую пятницу на территории промзоны вспыхнул пожар. В результате 17 рабочих получили серьезные ожоги. Эльвира Далатказина отметила, что 3 из пострадавших сейчас находятся в тяжелом состоянии. Медики делают для них все возможное. На любом производстве, на любом проекте техника безопасности, жизни людей должны ставиться в главу угла. Об этом надо думать в первую очередь, а потом уже обо всем остальном. Большая стройка. В рамках нацпроекта она начинается по всей стране. И это уже провоцирует рост цен на строительные материалы. Некоторые производители подняли стоимость своей продукции, а подрядчики – цены за квадратный метр. Сегодня в Москве под председательством Рустама Минниханова в ходе заседания рабочей группы Госсовета обсудили эти проблемы. Подробности у Дины Газалиевой. Рабочая группа Государственного совета, курирующая вопросы национального проекта по строительству и комфортной городской среде, собирается в Москве регулярно с января. Основные предложения членов группы уже были рассмотрены и приняты на расширенном заседании с участием Владимира Путина в Казани. Сейчас под пристальным вниманием чиновников и экспертов цены на строительные материалы.
Бетон, кирпич, щебень, сталь и многое другое. Строительные материалы сейчас нужны как никогда, но цены на них стали кусаться. На это влияет рост транспортных расходов. Еще ряд факторов. Но специалисты уверены, сказывается на цене и то, что сейчас для реализации большой стройки в стране спрос на стройматериалы вырастет. Нужно предложить комплекс мер, который позволит избежать необоснованного роста цен на материалы и оборудование, которые необходимы для реализации национальных проектов, ну и вообще для развития экономики. Задание это премьер-министр дал 10 дней назад. И вот сегодня уже на заседании рабочей группы Госсовета по национальному проекту строительства в Москве озвучили предложение для регулирования вопроса цен. Рустам Минниханов, председатель группы, подчеркнул, что строительная отрасль должна быть рентабельной, но при этом необходимо законодательно закрепить правила ценообразования в отрасли. На 50% мы должны увеличить строительство жилья там. Другие вещи, да? Как себя поведут производители? Эксперты предлагают реформу. Планировать цену стройки, основываясь на данных о стоимости, скажем, кирпича, непосредственно от производителя. Сейчас для этого создана новая информационная система. Пока, сетует Минстрой России, по регионам цены разнятся в разы. И часто дороже стоит то, что строят за бюджетные деньги. О внедрении новой системы звучали сегодня разные мнения. Любой нормальный предприниматель работает не для того, чтобы возместить себестоимость понесенных издержек, а для того, чтобы что-то заработать. Даже если мы будем прикрутим каждому кирпичу датчик, который будет непрерывно сигнализировать в космос, значит, о его стоимости, то все равно мы на каком-то этапе посчитаем НМЦК с этой стоимостью, а потом она изменится. Раньше не получалось запустить новый метод ценообразования в строительстве, так как не было профильной информационной системы, говорит Рустам Минниханов. Сейчас такая возможность есть. Даже если мы сейчас примем, там надо вводить индексы, да, сразу какая-то сумма денег дополнительно нужна будет. Но этот путь надо пройти. Дина Газалиева, Матвей Шинкаренко, Александр Ярошов, Марат Закиров, ТНВ, Москва. Возвращаемся в Казань. Здесь сегодня прошло заседание Госсовета и начали его с минуты молчания в память погибшей в пожаре казанской семьи. Это трагедия для всей республики, отметили депутаты. Спикер парламента подчеркнул, что родственникам будет оказана всяческая поддержка. Очень серьезная трагедия. Мы утром разговаривали с руководителями правоохранительных органов, прокуратуры, прокурором республики, Следственным комитетом. Следственное мероприятие и изучение этого вопроса началось. Администрация Казани, с которой я также связался, значит, будет оказана всяческая помощь по организации похорон. На сессии главным вопросом стал отчет правительства республики. Основные социально-экономические показатели выросли, однако у парламентариев возник ряд вопросов и предложений. Как теперь собираются ремонтировать дворы и когда закроют проблему дольщиков, расскажет Дмитрий Аринин. Отчет правительства о своей работе получился достаточно объемным документом. 266 страниц. Здесь представили множество таблиц, графиков и диаграмм с показателями, которых добилась республика в различных сферах. Ну вот, например, средняя зарплата выросла на 8,5% и превысила 35 тысяч рублей. Как доложил Алексей Песошин, экономика Татарстана на подъеме. По многим показателям республика в десятке лучших регионов. Так, валовой региональный продукт составил почти 2,5 триллиона рублей. Новым импульсом для роста экономики и качества жизни является реализация национальных проектов. Президент страны ставит перед нами масштабные задачи. Республика участвует в 46 федеральных проектах. В ближайший год на нацпроект из российской казны Татарстан получит более 30 миллиардов рублей. На 4,5 миллиарда федералы профинансируют проведение в республике чемпионата мира по рабочим профессиям. Как отметил Алексей Песошин, стабильное развитие помогает решать многие вопросы. Это и капремонт социальных учреждений, аварийное жилье, проблемы дольщиков. На текущий год в планах завершить 12 объектов. Это коснется 840 дольщиков. В 2021 году этот вопрос по существующим проблемным объектам планируется решить полностью. Выслушав доклад, депутаты спрашивали, что можно сделать, чтобы улучшить различные сферы. Так попросили больше льгот для сельских многодетных женщин. Вопрос пока на рассмотрение. Там есть и плюсы, и минусы. Там минусов-то нет, наверное, кроме денежных издержек, так? Плюсы наверняка
Фарид Харус, там на самом деле издержки не очень большие. Я тоже так думаю. Свое мнение на выступлении премьера представили фракции парламента. Коммунисты призвали больше внимания уделять социалке. В отчете правительства слабо представлена аналитика. В разделах отчета не везде обозначены имеющиеся проблемы, их пути решения, а также прогнозы вытекающих стратегических планирований на 2030 и с посланием президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича. Единорос, отметив значительную работу, предложили по-новому ремонтировать и обустраивать дворы, теперь опираясь на пожелания жителей. Потому что сегодня кто-то хочет зеленую зону, кто-то хочет детскую площадку, кто-то хочет расширить парковочную зону. Но в то же время территории дворов, они не безграничны. Поэтому, придя к консенсусу, жители тех или иных, будь то 100-квартирный дом это или 8-квартирный дом, эта программа должна бы решаться в единстве мнений самих жильцов. В целом у депутатов работа правительства получила положительную оценку. Главное, как отметили, не уходить от проблем. Дмитрий Арин, Андерсон Тальцев, ТНВ, Казань. Программа есть, реализации порой нет. Госсовет Татарстана собирается обратиться к федералам с предложением доработать программу выделения земли многодетным семьям. В крупных городах не хватает участков, но даже когда люди получают землю, у них не всегда находятся деньги, чтобы построить там дом. Не помогает и продажа земли. И тут, как считают депутаты, нужны действительно работающие меры поддержки. Нам надо, чтобы правительство нашей республики, если хотите, через нас, через Государственный совет, инициировало продолжение реализации этой программы на условиях софинансирования с федеральным центром. Потому что я не думаю, что какой-то субъект один сможет поднять эту задачу до логического завершения, обеспечения жильем. Увезут и не спросят, во сколько жителям столицы регионов Приволжского федерального округа обходится плата за неправильную парковку и какие города в топе самых дорогих по стоимости эвакуации. Подробности в интернет-газете «Реальное время». Книга жалоб и предложений. В Министерстве экономики предприниматели сетовали на бюрократию, проверки и налоги. Сегодня здесь день открытых дверей. Впервые с предпринимателями решили пообщаться в таком формате. Пришли 300 человек. Что им мешает работать, теперь знает и Альбина Салгараева. Постоянное внедрение новых требований и изменение условий мешает работать и занимает много времени. Вопросов много, и они из разных сфер. Спрашивают и жалуются на бюрократию, на проверки и на налоги. Айгуль Валиева занимается грузоперевозками. Хотят начать работать за пределами республики. Просят помощи. Необходимо для этого сбор документов, ознакомление, какие есть господдержки. Ринат Исламов занимается системами безопасности. 2 месяца назад зарегистрировался как самозанятый. Работать стало проще. Тот же самый расчетный счет. То есть для юрлиц это самый наиболее удобный вариант, а естественно для нас это дополнительная работа и дополнительные какие-то успехи. Официальных самозанятых в республике почти 9 тысяч. Сегодня еще раз напомнили схему регистрации и то, какие привилегии дает статус. На встречу пришли более 200 предпринимателей. В основном малый и средний бизнес. Свои ожидания есть и у министерства. У нас, к сожалению, есть некоторый и информационный вакуум, когда мы видим, что по ряду вопросов уже найдены оптимальные решения, но предприниматели об этом не знают. И вот благодаря этой площадке мы с вашей помощью хотим до них эту информацию довести. Вопрос-ответ в режиме нон-стоп на протяжении 2 часов. Результаты обсудили более 40 проблем. Напомню, что в таком формате Дня открытых дверей встречи проходят впервые. И если она станет полезной для министерства и для предпринимателей, они станут регулярными. Альбина Салгараева, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Это новости Татарстана, и смотрите далее. Они помогают и ничего не просят взамен. Бывают такие моменты, когда хочется какого-то признания. Но в благотворительности это нужно отодвигать на второй план. С лучшими благотворителями республики познакомился Сергей Хайдаров. На страже качества. Закон для всех один. С июля к системе «Меркурий» должны подключиться почти все производители мяса, яиц и молока. Что для этого нужно, узнал Рамиль Шайдулин. Они помогают людям со всей республики и ничего не просят взамен. Сегодня в Кремле наградили лучших благотворителей Татарстана. Это не только крупные предприятия и представители малого бизнеса, но и просто неравнодушные к чужой беде татарстанцы. Как добрые сердца дарят надежду на будущее. Сергей Хайдаров.
Диана Гафурова уверена на все 100. Она счастливый человек. Есть любящий муж, подрастает маленькая дочка. У малышки, кстати, скоро появится сестренка. Но еще 5 лет назад все было иначе, вспоминает Диана. В доме, где она жила, случился пожар. Девушка получила 60% ожогов тела. В больнице мне сказали, что я выживу 50 на 50. Но, мне кажется, испытание дается тем, кто сильный человек и выдерживает всю эту боль. 2 раза в неделю мы получаем письма о помощи. Историю Дианы Гафуровой, как и сотни других, отправили в казанскую газету «Ватанем Татарстан». Здесь работает та, для которой благотворительность – смысл жизни. Нашла артистов, организовала концерт. В итоге на лечение Дианы собрали деньги. И это не единственный пример. Мы собираем одежды, продукты питания. Иногда устраиваем благотворительные концерты. У нас уже прошел 13-й благотворительный концерт. Люди, которые привыкли делать добро и не просить ничего взамен. Сегодня в Кремле они встретились на конкурсе «Благотворитель года». В зале лучшие благотворители. Среди них не только представители крупных предприятий и бизнеса, но и просто неравнодушные к чужой беде. К примеру, Лилия Сахапова помогает детям и домам престарелых уже 7 лет. В Татарстане заниматься этим вообще не тяжело. Заниматься этим очень приятно, потому что во всех смыслах нас поддерживают и всегда очень хорошо нас встречают. Нет таких учреждений, которые бы закрывали перед нами двери. Всегда двери открыты. С ограниченной ответственностью Big Town Service, город Казань. В списке лучших благотворителей 80 имен и названий. Премьер-министр отмечает, это движение в республике приобретает новые масштабы. Индикатором зрелости нашего общества является и все возрастающее число жителей нашей республики, которые занимаются благотворительностью, вкладывают свои время и средства в решение социально значимых проблем, в помощь нуждающимся. Это стимул большой продолжить работу дальше. Естественно, не останавливаться на достигнутом, знакомиться с такими же благотворителями нашей республики. Конкурс «Благотворитель года» проводится в нашей республике уже 12 лет подряд. И за все это время участниками было собрано больше 38 миллиардов рублей. Количество благотворителей в нашей республике с каждым годом растет, говорят организаторы. Ну а вместе с ним и число людей, которым они смогли помочь. Сергей Хайдаров, Данил Филатов, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Точно и в срок. Сельхозпроизводители Татарстана обязаны перейти на систему «Меркурий» уже до 1 июля. Таковы правки в приказ Минсельхоза России. По ним все молоко, мясо и рыба должны сопровождаться не бумажными, а электронными документами. Для этого переработчики за свой счет установят все нужное оборудование и программы. Что мешает к переходу, спросил фермеров Рамиль Шайдуллин. Основа кефира, простокваши, масла и всех производимых здесь продуктов уже год. Это молоко фиксируется в системе «Меркурий». Гарантия того, что сырье качественное. Дальше молоко ждет, наверное, самый ответственный этап, после которого и решится, попадет ли оно в систему «Меркурий», а значит и дойдет ли до прилавков обязательные лабораторные анализы. Молоко привозят из разных подворий. Задача специалистов – проверять и вносить в «Меркурий», куда с июля будет попадать все, что здесь производят. Это достаточно затратное мероприятие с точки зрения организационных процессов. Для конечного потребителя, да, это большие плюсы. Это уверенность в том, что продукты качественные, поэтому медлить не будут. С 1 июля в «Меркурии» будут обязаны работать все переработчики. Еще время есть, они думают, до 1 июля мы купим и заработаем. Такого не будет, поэтому мы предупреждаем заранее. Они уже с 1 июля продукцию отправлять не смогут. Предприятиям советуют позаботиться заранее, закупить оборудование, программы и научиться с ними работать. Рамиль Шайдуллин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Высокогорский район, Казань. Сегодня день рождения Владимира Ленина. Это уже 149-я годовщина самого известного революционера. В Татарстане он учился, впервые был в ссылке и начал увлекаться марксизмом. Как вспоминали сегодня вождя мирового пролетариата Салават Мухаммадуллин. Хотя бы косметический ремонт надо делать. С таким пожеланием сегодня у памятника Владимиру Ленину стоят коммунисты. Его 149-й день рождения последователи Ильича из КПРФ пришли почтить память своего исторического лидера. К подножию красной гвоздики. Капитально отремонтирован ДК Ленина, музей Ленина. В этом году отремонтируется Ленина Кокушкина. Значит, молодежь должна знать свои историческое прошлое, тысячелетние, понять настоящее
и предвидит будущее. Сейчас в России больше 7 тысяч памятников Владимиру Ильичу. С Казанью его связывает университет, тогда еще императорский, ныне федеральный. Здесь он учился, правда, всего 3 месяца. Берег реки, свежий воздух. Именно сюда отправляют Ленина из Казани в ссылку. Это Пестричинский район республики, село Кокушкино. Все дело в том, что в университете Владимир Ильич стал участником студенческой сходки. Сейчас это место музей-заповедник Ленина Кокушкино, и оно ждет ремонта. Его здесь не было больше 30 лет. Здесь все дышит историей, очень спокойно. Находясь здесь, ощущаю, что здесь жил великий человек. Что вот молодежи показать, ребятишкам показать, кто такой был Владимир Ильич Ленин. После Кокушкина Владимир Ильич снова переезжает в Казань, правда, уже вместе со всей семьей. И живут они именно здесь, в усадьбе Орловых. Сейчас это музей имени Ленина. Это комната, где проживал Владимир Ульянов после возвращения из ссылки в Кокушкино. И это место в топе у туристов из Китая. Еще 2-3 года назад их здесь были 1000. Тогда музей обновился и вошел в карту красного маршрута специально для Поднебесной. Сейчас популярность падает, хотя сегодня в квартире у Ленина ажиотаж. Даже во Вьетнаме он очень популярный, он очень известный политик. От родителей слышал. А что слышал? Великий человек, создатель Советского Союза, революционер. И как бы кто к нему ни относился, Ленин навсегда вписан в историю. Салават Ухмадуллин, Алмазетдинов, ТНВ, Казань, Пестричинский район. Наши коллеги телеканал Шаян ТВ запустил новое реалити-шоу «Молодежный проект Кэрэш». Главные герои – 4 молодых людей, которые на глазах у зрителей становятся звездами молодежной группы. Программа на татарском языке с субтитрами на русском будет выходить 4 раза в неделю. Ее цель – привить любовь к родному языку и показать изнутри творческий процесс. Расскажи о себе ярко и креативно и получи путевку в финал. На нашем канале начался 2-й тур конкурса «Айда» на ТНВ. Теперь задание снять видеоролик самопрезентацию. Как угодно. На профессиональную видеокамеру, попросить друга на мобильный телефон или даже на экшн-камеру. Нет никаких ограничений. Видеопрезентацию нужно прислать на этот электронный адрес. Работа должна быть до 2 минут в формате MP4. Срок до 30 апреля. Одежду от молодых дизайнеров в магазины. Лучшие коллекции участников Казан Fashion Skills запустят в массовое производство. Победители чемпионата молодых дизайнеров определяют в эти минуты в Казани. Соревнования проходят впервые, а все задания по стандартам WorldSkills. Сейчас идет награждение авторов самых стильных образов. На церемонии сейчас работает и наш корреспондент Вероника Гайнудинова. Вероника, действительно ли скоро эти наряды можно будет встретить в магазинах? Даяна, добрый вечер. У нас вот буквально минуту назад закончилась церемония награждения, но участники еще не расходятся. А вот их наряды, я думаю, точно появятся уже этой осенью в магазинах, потому что вся коллекция участников посвящена именно осеннему образу девушек. Мы сегодня увидели 16 лучших нарядов, а всего было более 60 молодых дизайнеров со всей России. И они не просто предоставили свой эскиз, а сами шили наряды и оценивали их по 250 критериям. Мы успели пообщаться с участниками и предлагаю узнать, что было сложного для них в этом участии. Достаточно сложно сориентироваться на месте из-за большого количества критерий, того, что эксперты выбирают эти критерии как бы почти на месте. То есть детали мы узнаем прямо там. И довольно сложно собраться с мыслями и быстро сориентироваться в ситуации и начать что-то делать. Никогда не знаешь, что ожидать от других. И поэтому тебе приходится прыгать выше головы. В этом, наверное, есть какой-то спортивный интерес, чтобы сделать все гораздо лучше. Победители получают денежный приз, стажировку в крупной компании и, конечно, паспорт WorldSkills, который поможет им потом в трудоустройстве. И стоит отметить, что Fashion Skills проходит в рамках подготовки к самому WorldSkills, который мы ждем уже в августе этого года. И на этом у меня все. Даяна. Спасибо, Вероника. А мы переходим к спортивным новостям. Баскетболистки «Казаночки» в матче финальной серии уступили соперницам из Ростова, команде «Ростов-Дон-Юфу». Почему «Казаночки» больше нельзя ошибаться, в нашем материале далее.
Комбинация стремительной атаки, голы в этом сезоне. Казаночка разыгралась. Команда завершила регулярную стадию на первой строчке, выдав невероятную серию из 31 победы подряд. Это первая финальная игра, но последний шаг к чемпионству страны. Помешать сделать его может команда из Ростова. До сегодняшнего дня нет ни одного проигранного матча в плей-офф. И, конечно же, хотелось бы победить. Всю игру ростовчанки наступали на пятки казаночкам. Команду из Татарстана буквально гнали вперед трибуны. Там нет пустых мест. Мы надеемся на победу, мы болеем за наших девчонок. Мы всегда приходим на игры и обожаем своих девочек. Очень жарко, очень. Очень шумим, болеем за всех. Мы за победу. В итоге все решалось только в овертайме. Там удача была на стороне гостей. Они победили с разницей всего в 2 очка. Но для казаночки еще ничего не закончилось. Впереди второй ответный матч в Ростове. Теперь права на ошибку у татарстанской команды нет. Вечерний эфир продолжит программа «Вызов-112», а сейчас прогноз погоды. До свидания. Добрый вечер. Новости спорта на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. Финал стал ближе. Волейболисты казанского «Зенита» обыграли «Факел» в дебютном поединке полуфинала. Домашняя встреча завершилась в 3 партиях с сухим счетом 3-0. Перед матчем состоялось историческое событие. Американский доигровщик Мэтью Андерсон был введен в зал славы. 7 сезонов, более 270 матчей и 18 титулов. Именно такими цифрами может похвастаться один из самых успешных легионеров в истории казанского волейбола. Что касается игры, то именно клуб из Нового Уренгоя дважды смог обидеть команду Владимира Олекна по ходу чемпионата. Казанцы владели преимуществом и выиграли 3-0. Вторая встреча серии до 2 побед пройдет в Новом Уренгое 25 апреля. Тяжелая команда. Стоит практически полсборной. Очень хорошо, что здесь победили. Это всего лишь одна. Поэтому даже и многое не хочется говорить об этой. Будем думать, как поедем дальше. В отличие от волейболистов, Рубин порадовать болельщиков не смог. Гостевая встреча с Уралом завершилась для казанцев поражением со счетом 2-1. Хозяевам потребовалось всего 12 секунд после стартового свистка, чтобы открыть счет. Рубин ответил уже через 3 минуты и не менее красивым голом. Отличился Дмитрий Полос. Единички на табло держались вплоть до конца встречи, пока Бигфалви не установил окончательный счет. Следующий матч подопечные Курбана Бердыева проведут 24 апреля против Уфы. И в завершение к новостям автогонок сразу 2 чемпионства оформил татарстанский пилот Рустам Фатхудинов на трассе в Грозном. Там завершился очередной этап российской серии кольцевых гонок. Лидер квалификации среди юниоров Фатхудинов не оставил шансов соперникам. Он стартовал пол-позишн и сразу оторвался от преследователей, установив лучшее время круга в гонке и первым увидев финишный флаг. Во второй день татарстанец удержал 1-ю позицию. Я прям видел, думал, сейчас лишь бы не попасть в эту заварушку. Они там разобрались сами по себе, там я постарался спокойненько, без контактов. Машина у меня без контактов вылезла весь уикенд. Очень доволен. Что могу сказать? Все хорошо. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! В Татарстане установилась комфортная и очень теплая погода. И даже ожидаемые небольшие дожди вряд ли ее испортят. Более подробно после небольшой информации. Вам нужен шкаф-купе. Качественный, недорогой и по вашим размерам. Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать со скидкой 20%. Данил-мастер.рф. Телефон 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, небольшие дожди ожидаются на юго-востоке Татарстана. Температуры будут высокими, около 13 градусов тепла. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге температуры ниже, тут плюс 10, переменная облачность. На севере Татарстана, Мензелинске, Агрызе, Менделеевске днем облачная погода с прояснениями, местами дождь и 9 градусов тепла. На северо-западе, Варске, в Кукмаре-Балтаси переменная облачность, около 10 градусов со знаком плюс, с местами дожди. Для юго-запада 23 апреля будет теплым, плюс 14. В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше синоптики обещают небольшой дождь и от 9 до 13 градусов выше нуля. В
Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Остеохондроз, грыжа, протрузия. Болезни позвоночника могут надолго выбить вас из колеи. Выход есть. Современные технологии и эксперты клиники «Доктор Ост» помогут справиться с этими проблемами без боли и операций. Запишитесь в «Доктор Ост». В Казани ожидается переменная облачность. В утренние часы местами пройдут дожди. Дневные температуры плюс 10, плюс 12. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 59%. В магнитном поле Земли без заметных возмущений. Это вся информация о погоде. В студии была Лейла Латыпова. Увидимся на ТНВ.